На канале БСТ загорается красная кнопка. Мы не боимся резких вопросов и прямых ответов, ведь только в споре рождается истина. С вами Евгений Романов. Здравствуйте. Ну что ж, сегодня будем обсуждать тему, которая стала спорной с тех самых пор, как о ней стало можно спорить. Итак, в ходе вооруженных столкновений 25-26 октября по старому стилю 7-8 ноября по новому стилю 17 года было свергнуто Временное правительство. К власти пришли большевики, организовавшие Совет народных комиссаров во главе с Владимиром Ильичем Лениным. И если кто-то из мыслителей написал, что с этого дня с Россией покончено, то другие, наоборот, как вы знаете, сделали эту дату красным днем календаря. Вот и сегодня в студии мы попробуем разобраться, можно было ли избежать кровопролития, нужны ли революции России и как вообще мы оцениваем этот год для истории России. Помогут нам в этом наши постоянные гости, сегодня спикеры. Рамиль Рахимов, заведующий кафедрой истории России, источниковедения, историографии Башкирского государственного университета. Рамиль Сивуч, здравствуйте. Здравствуйте. И Рустем Ринатович Вахитов, доцент Башкирского государственного университета, кандидат философских наук. Здравствуйте, Рустем Ринатович. Здравствуйте. Позиции наших спикеров сегодня по поводу Великой Октябрьской революции таковы. Рамиль Насибулович считает, что нельзя идеализировать Октябрьскую революцию, потому что некоторые ошибки большевиков стоили слишком дорого для народа нашей страны. Совершенно верно. Рустем Ринатович считает, что Октябрьская революция была народным движением, и с тех самых пор наша страна и стала сверхдержавой. Не сразу с тех самых пор, но были заложены основы для этого именно тогда. Спасибо. Напомню, уважаемые спикеры, если вы уходите далеко от темы, нажимая на красную кнопку, случается непоправимое, ну, как вы уже знаете. Уважаемые телезрители, для вас у нас тоже есть сегодня вопрос, как, в общем-то, и всегда. Оцениваете ли вы последствия Октябрьской революции в целом положительно для страны? Телефоны вы видите на своих экранах, голосуйте. Да, нет, в завершении программы увидим итоги нашего голосования. Ну и теперь, когда все точки над «и» расставлены, давайте начнем обсуждать. Смотрите прямо сейчас. Ради пролетариата делалась революция в 90% крестьянской стране. Большинство навязали идеологию меньшинства, которое само не понимало, что оно желает. Делают революцию романтики, а пользуются плодами... Не очень хорошие люди. Да. Неправильно было бы отождествлять революцию и кровопролитие. Когда мы говорим о народной революции или не народной, это все равно, что говорить, это либо это революция, либо это переворот. Сами большевики, в том числе Ленин, ведь по сути признавал, что власть в октябре 1917 года лежала на дороге, и они подобрали эту власть. Первый вопрос. Итак, в действительности ли революция выражала интересы большинства населения? Могли ли вообще простые люди влиять на ход событий? Можно было избежать кровопролития? И вообще, ну, ваша оценка октябрю 1917 года? Кто начнет? Ну хорошо. Рамиль Сивуч. Да, понятно, что революция – это явление социальной истории, и оно в ней присутствует. Это не хорошо и не плохо, это явление. Точно так же, как и реформы, как эволюционное сезонов, развитие. Да, осень, определенный весна. момент. Другое дело, что последствия революции бывают очень тяжелыми, а бывают не слишком тяжелые. И всякий раз революция – это большая ломка, это большое переустройство мира. И это надо всегда понимать, когда берешься вообще делать революцию. Разумеется, у революции есть причины всякого рода предпосылки для каждой революции. Но не всегда эти причины и предпосылки становятся революцией, и не всегда, к сожалению, для тех, кто революцию предполагает и желает ее осуществить, не всегда то, что хотелось бы, получается так, как хотелось бы, потому что затем вступает в силу иногда либо инерция народных масс, о чем мы тоже можем говорить, иногда вступают в силу внешние причины, иногда вступают в силу другие проблемы. Расхожее утверждение, что делают революцию романтики, а пользуются плодами... Ну, не очень хорошие люди. Да, вы считаете, что 18-й год это как раз подтверждение? В определенной мере, но не полностью. Так, спасибо. Рустем Ильич. Я хотел бы сказать, что неправильно было бы отождествлять революцию и кровопролитие. Кровопролитие – это, к сожалению, так сказать, аспект революции, то есть аспект, который действительно трагичен, да, драматичен, но только один из аспектов. То есть революция – это коренное изменение оснований общества, да, и она происходит тогда, когда мирным путем реформ сверху, путем каких-то решений государства, решить проблемы, которые
которыми больно общество, невозможно, да. И поэтому революцию действительно не делают какие-то отдельные великие, там, так сказать, исторические личности. Революцию делают народные массы, да. То есть, если нет вот такого народного воодушевления, народного возбуждения, если нет какой-то эмоции, ощущения страшной несправедливости, которая творится вокруг, охватившей миллионы людей, то революция, безусловно, не произойдет. Нашей революции И- нужны были десятки тысяч жертв, погибших детей, женщин, матерей. Это нормально. Нет, я этого не говорил, спасибо, и это спасибо. провокационный вопрос, Продолжите. да. Революция... Продолжите, Рустам Ринатович. Я нажимаю красную кнопку. Где Я такое? хотел сказать, что это социальная стихия, да. Алексей Булыч. Теперь Надо- о революции надо- и народных массах. Есть очень интересный фильм «Чапаев», и там есть очень интересный Братьев диалог. Васильевых, да, по-моему? Да, да. Нет, это на самом деле не братья, они просто Васильевы. Это доказано ладно, уже, хорошо, как братья. И вот там крестьянин, Братья-режиссеры. там показана роль народных масс, когда крестьянин спрашивает Чапаева: ты за большевиков, а ли за коммунистов? Ну, на самом деле, это одно и то же, Да-да-да. но он не понимает, и Чапаев тоже не понимает вопроса, и говорит: я за интернационал. Но, чтобы выйти от этого, в общем-то, прямого вопроса. Так вот, те народные массы, которые вступили в эту революцию, они вступили в совсем другую революцию, и они ожидали другого. Дело в том, что у каждой революции есть альтернатива, и, скажем, летом 17 года была альтернатива развиваться, идти к учредительному собранию. Пришло бы тоже социалистическое, кстати, правительство. Оно было бы, конечно, эсеровским, меньшевистским. Программа этого государства была бы более крестьянской, и оно развивалось бы, ну, где-то что-то как типа правительства Испании или Португалии. То есть сама страна уже 20-30-х готова была к годов. реформам, без Она революции. была готова к реформам, она была готова к реформам еще до войны. Летом Николай произошла уже революция, планировал делать реформы после войны. Равиль Насибулович говорит о событиях лета 17, когда революция уже произошла. О каких реформах, о чем идти речь? Я хотел сказать, что на самом деле вопрос, который был поставлен в фильме Чапаев, он осмысленный, да? То есть интуитивно мы это понимаем. То есть это путь западнического коммунизма, да, или русской национальной стихии, того, что Бердяев называл национальный большевизм, как его понимали крестьяне. Теперь о большинстве, да. Большинство Российской империи в 17 году составляли крестьяне. Это было 100 миллионов человек. Больше 100, в городах жило всего 18 миллионов человек. Больше 100 жило в деревнях. Они задыхались от малоземелья, об этом я еще скажу немножко позже, да. И, собственно, именно они и были зачинщиками революции. Это не важно, что происходило в городах. В 1905 году тоже в городах была Крестьяне были революция. зачинщиками Была революции. революция. Совершенно верно. Мы очень плохо знаем аграрную историю России. Есть прекрасный исследователь Теодор Шанин, например, который показывает, что это была настоящая крестьянская война. Как только царь отрекся от престола, в деревнях начался черный передел. Захват помещичьих земель. И Временное правительство, эсеры, Чернов ничего с этим поделать просто не могли. Фактически декрет о земле сделал состоявшийся явным. Да? Спасибо. Равиль проблема Насибулович, вы считаете... заключалась в Можно том, вопрос что, задам? да. Вы считаете, что Да, и крестьянство... поэтому не было Нет. возможности летом Да, какие-то спасибо. реформы производить. Крестьянство Реформы был должны зачинщиком Уже революции. шла крестьянская война. Понятно. Крестьянский Ильич. передел, он шел, мы это знаем по документам, но если бы пришло к власти то правительство, которое было бы создано учредительным собранием, то эти проблемы можно было бы спокойно решать на законодательном уровне. Потому что приходило к власти то же самое крестьянское эсеровское правительство. Это большинство. И крестьяне-то их и избирали. Соответственно, здесь не надо говорить, что реформ не могло бы быть. Могли быть разные альтернативы летом 17 года, и это могла быть и военная диктатура, которую хотел Корнилов совершить, но не получилось. Это могли быть и другие, так сказать, варианты. Мы можем предполагать различные действия. Но дело в том, что здесь вот говорить о том, что это крестьянская реформа, нет. Это захват власти большевиками, 100%. А крестьянам была навязана идеология, в которой они не разбирались. Вот крестьянские представления о счастье, им рассказывали про некого Маркса, про какие-то там прибавочные продукты, про пролетариев, которых-то в России-то было совершенно мизерное число. То есть ради пролетариата делалась революция в 90% крестьянской стране. Большинство навязали идеологию меньшинства, которое само не понимало, что оно желает. Вот в чем была трагедия. Спасибо. Последняя минута. Антон Иванович Деникин, которого трудно, так сказать, обвинить в любви к большевикам, говорил, что единственным дееспособным правительством в России, как показала гражданская война, оказалось большевистское правительство, да. И не нужно изображать крестьян дурачками. Они, кстати говоря, они много не понимали. И больше всего они не понимали идеалов либеральной демократии. Что такое парламент и конституция? Они понимали, что им нужна земля. И во второй съезд Советов, кстати, не большевики пришли к власти 7 ноября. Второй съезд Советов, который представлял большинство Советов этой страны, да. Это была рабоче-крестьянская революция, на самом деле, да. Второй съезд Советов дал им землю, да. И когда у них были столкновения с большевиками, с продотрядами, но когда пришли белые и стали отдавать землю снова помещикам и говорить, потом вот учительное собрание соберем, может быть, мы этим собранием вам дадим землю, ну, за какие-то деньги, конечно. Что началось? Крестьянские восстания в тылу белых,
которые покончили с белым движением. Поэтому революция была народной. Что уж об этом говорить, да? Большинство поднялось, так сказать, за это. Другое дело, что потом разные социальные силы искали компромисса. Спасибо. Кроваво, долго, больно искали. И Рустам нашли его в спасибо. 22 году. Спасибо. Когда мы говорим о народная революция или ненародная, это все равно, что говорить, это либо это революция, либо это переворот. Это революция, то есть это действительно смена политических формаций. Перевороты — это когда африканский полковник убивает другого африканского полковника и становится генералом африканским. Вот это переворот. А здесь меня немножко поразила, скажем, уверенность в том, что все крестьянство бросилось в объятия большевикам. Да? Не надо забывать о движении зеленых. Тот же самый батька Махно, там, батька Ангел из адъютанта его происходительства. Да? Была еще третья, скажем так, сила, вот эта народная дубина, которая боролась и с красными, и с белыми. Нельзя говорить о белых, которые, значит, выступали за реставрацию, скажем так, самодержавия. Да? Что, это были далеко не монархисты. Значит, у нас здесь Камуч был, да? Это была разношерстная кампания. Каждый отстаивал свою правду. Да. Вы знаете, мне кажется, когда мы задаем вопрос о том, оправдано ли было кровопролитие, но вообще этот вопрос не имеет права на существование, потому что кровопролитие, конечно, никогда не оправдано. Но мы подспудно или, может быть, умышленно хотим возложить ответственность за это кровопролитие на некие политические силы, а точнее говоря, на большевиков. На самом деле, я полагаю, это глубоко ошибочная позиция, потому что революция, как и Рамиль Насибулович говорил, в том числе, это неизбежный был процесс. Это процесс, когда происходили столкновения огромных социальных сил, политических сил, которые боролись, в том числе боролись за то, чтобы привлечь крестьянство, огромную массу крестьянства на свою сторону. А можно было бы избежать революции? Можно ли было? Избежать революции, безусловно, было нельзя. Ситуация достигла того уровня, здесь я с Рустемом Ринатовичем согласен, что избежать революции, безусловно, было нельзя, потому что противоречия носили уже непреодолимый характер. Но ответственность не за доводить то, что... вот этих противоречий, допустим, кто это должен был царские агенты работали бы более Протопопов бы пропускал царю все данные, Дело не которые в агентах, поступали. а в аграрном, Нет, например, политике, дело в том, царизма, что конечно. именно противоречия социально-экономические достигли того уровня, когда уже невозможно было их игнорировать. Но и тот вот тезис ленинский о предпосылках революции, когда верхи не могут, а низы не хотят, он очень четко в России реализовывался. Ну и к тому же там, когда говорят об объективных предпосылках, часто забывают субъективную, о которой Ленин тоже говорил, что должна быть сила, которая способна возглавить этот процесс. Эта сила появилась в лице большевиков, и, соответственно, и сами большевики, в том числе Ленин, ведь по сути признавал, что власть в октябре 1917 года лежала на дороге, и они подобрали эту власть. Надо взять, конечно, шире. Все, начало 20 века, первая русская революция была, там попытались решить все эти вопросы. Все-таки монархия стала конституционной. Парламент. И вот на этих путях развития можно было продолжать и аграрные вопросы решать, политические вопросы решать, и рабочие вопросы решать. Но, к сожалению, политическая система была застывшей, парламент и разогнали, между прочим, не то, что разогнали, просто запретили работу этого Низко парламента. парламентов разогнался, да. Да, наоборот, назад пошли. Вот если бы монархия или бы были руководители адекватные того времени, можно было бы снять эти вопросы, революция могло быть и не Поясните, быть. пожалуйста, если были адекватными То есть руководители того времени, ну, типа как Столыпин и то есть другие если бы реформаторы. царь, как его называют, не был бы слабовольным, да, бесхарактерным. Нет, и политики могли быть, премьер-министр и так далее. Когда говорят о жертвах революции, надо, собственно, посмотреть на то, что это за жертва. Рустем Ринатович в своем выступлении обратил на это внимание. Черный передел в деревне. Когда различные группы крестьян в рамках одной общины, в рамках соседних общин начали, еще не вырезать друг друга, но уже пускать друг другу петуха. То есть ситуация не такая, что все крестьяне объединились и пошли отбирать помещичьи земли, а потом пошли записываться в РСДРПб. Ситуация была другая. Крестьяне начали разбираться друг с другом. Вот. Когда власть ослабла уже... Не когда власть ослабла, а когда стало понятно, что вот если мы сейчас отберем землю, то она будет у нас.
Власть А это когда стало понятно? Поясните, пожалуйста. когда не стало царской бюрократии, когда вообще не стало политических институтов. Это не ослабление власти, это коллапс власти. А что это тогда? Это такое? коллапс власти, это без Да, власти. это просто власти не стало, по сути Власти дела. не стало. Ну да, анархия. Вот. И попытки после февральской революции временно, вот то, о чем говорил Рамиль Насибулович, да, что можно было летом 2017 года идти и так далее. По факту временное правительство не контролировало ситуацию в стране, не контролировало даже в столицах. Когда участвуют, вот Рустем Ринатович сказал, миллионы людей, то есть революция делается руками масс. И она неизбежно будет принимать оттенок того, что собой эти массы представляют. Вот. Раз. Что касается предпосылок революции. Вот один из главных вопросов революции, безусловно, был аграрный вопрос. И этот аграрный вопрос был главным вопросом русской революции 5-го года. И если мы посмотрим на нашу республику и посмотрим на помещичьи хозяйства, которые здесь были в 905-907, то многие из них пострадали. И по всей стране так. Значительная масса помещичьих хозяйств было разорено уже в ходе 905-907 года. То есть это не с большевиков началось. Это стихийный процесс. Далее в программе. Революция всегда решает проблему. Революция не возникает там, где в обществе нет проблем. Крестьяне ничего не получили в итоге. То есть то, что они получили, это было не то, ради чего они бились. То Но есть аграрный вопрос не решили. на самом деле нет. Правда, его решили. Коммуны, в какие-то Денежка это коллективы, уже не природное. где живут бесплатно все люди. Вот почему они не понимали, что это... Программа такая была, что будут коммуны. То есть это государство должно быть государством рабочих. Миф. Цель государства. Миф. Да, Так. все Миф, принадлежит еще один всем. Ну, это другое. Государство, во главе которого будет стоять пролетариат. Итак, пришла ли наша страна к прогрессу, к чему так яростно вела революция? Решился ли у нас аграрный вопрос и вообще стал ли жить народ лучше? Давайте выясним во втором вопросе. Кто первый? Ну, наверное, Да? я, да? Рустем Ринатович. Ну, когда говорят о последствиях, обычно говорят о разрухе, о голоде. И революция действительно социальная стихия, трагедия. И зачастую даже не сами политические силы в этом виноваты, да? да, А разрушим сама до основания идущая и построим снизу новое. стихия, да, к этому, к сожалению, приводит. Но ведь революция всегда решает проблему. Революция не возникает там, где в обществе нет проблем. И она по-своему какие-то проблемы решает. Вот возьмем аграрный вопрос, да? Вы знаете, насколько увеличилось население России при правлении Николая II? На 60 миллионов человек. Сейчас так в странах Африки такая рождаемость. К чему это приводило? К дефициту ресурсов, потому что... Может, это связано с этапом развития? Сейчас я закончу мысль, страны. да? Большая крестьянская семья, община выдает полоски земли, если у тебя 12 детей, эту полоску на 12 частей дели. В следующем поколении еще на 12 дели. В итоге что получилось? В 2014 году каждая средняя душа, и в России, это крестьянская, имела 2,4 десятины. А в южных губерниях 1 десятину. А для полноценного выживания нужно было 15 десятин. Так вот, нет, я закончу, да? Давайте и почему во крестьяне втором хотели захватить помещичьи, этапе государственные, своего- церковные земли и поделить? Рустем Ринатович, вот видите, Именно красный свет. поэтому они Красный есть свет хотели. загорелся. Все, спасибо. Первое. Последствия революции, они очень, на самом деле, может быть, странноваты. Дело в том, что когда революция, собственно говоря, совершилась, то сами большевики очень долго ждали, когда их свергнут. И они считали, что вот мы прожили больше, чем Парижская коммуна, вот у нас что будет дальше. А дальше была попытка реализации тех идей, о которых они, собственно говоря, мечтали. Мировая революция, Ленин с Троцким, вплоть до 19 года, даже до 20 года, пока с Польшей вопрос не оказался неразрешенным, мечтали и бередили мировой революции. Собственно говоря, социалистическое строительство или какие-то преобразования в стране, это шло промеж дел и абы как. Более того, в 19 году, когда стало понятно, что крестьянство, на чьей стране будет, тот победит, потому что страна все-таки крестьянская, началась социальная демагогия. Надо всем вступить в Красную армию, мы вам поделим землю, но земля, поделенная весной 18 года через комбеды, уже затем стала через продразверстку и другие варианты отниматься. И крестьяне ничего не получили в итоге. То есть то, что они получили, это было не то, ради чего они бились. То Но есть аграрный вопрос не решили. на самом деле Неправда, нет. его решили. Его решили. Во-первых, хочу подчеркнуть, что революция – это не переворот столицы. Революция началась в 17 году и закончилась в 22-м, когда было учреждено советское государство. Как вот французская революция. 1789, 1792 или даже 3, да?
Да, и даже дальше можно. Вот революция продолжалась 5 лет вместе с гражданской войной. И в итоге, вот историк Шубин об этом хорошо написал, да, что мы получили? Да, там были кровавые столкновения, компромиссы, НЭП получился, да, и в ходе этого НЭПа вот был принят земельный кодекс, который утвердил декрет о земле, да, и земля стала общинной, и на 11% увеличился надел на среднего крестьянина, Ну, на НЭП свернули 11%. И люди начали отъедаться, Рустам да, Иванович, НЭП же потому свернули что всё был, равно. это другой разговор, сейчас мы не будем к нему, да, Ну, нет, потом мы как раз к были нему другие вопросы, были другие проблемы, например, революция решила рабочий вопрос, да, 8-часовой рабочий день ввела, который до сих пор, между прочим, существует, да, ввела льготы для рабочих, платные отпуска, ничего этого до революции не было. Отлично. Ну и продолжим дальше. Когда необходимо было победить в гражданской войне, да, началась демагогия социальная, и, собственно говоря, крестьянство, попавшись на удочку социальной демагогии, пошло в массовом порядке в Красную армию, и, собственно говоря, была одержана победа. Почему, кстати, о чем говорил и Деникин? Вот так смогли мобилизовать людей в Красную армию, только таким вопросом. А дальше была проблема в том, что то, о чем предупреждал Ленин, в 90%, вернее, Ленин, Плеханов, в 90% крестьянской стране, крестьянская мелкобуржуазная стихия захлестнет вас, вы со своими идеями марксизма в ней утонете. И все утонули. Попытки Ленина критически, так сказать, реагировать на это и спасти своими последними работами оказались ничтожными. И когда он умирал, он наконец-то понял свою ошибку. И вот это самое главное, что человек понял, в чем он ошибался. И мелкобуржуазная стихия захлестнула. Страна стала не социалистической по Марксу, не провела социалистическую революцию. Она произвела свой вариант крестьянского социализма, который вот к марксизму имел достаточно отдаленное представление. Мне очень странно слышать из уст коллеги марксистские тезисы, да, мелкобуржуазности, и заявление о том, что страна не произвела социалистическую революцию, но пришла к крестьянскому социализму, да. Она пришла к социализму, только не к тому, который западнические марксистские течения рисовали, да. Но я сейчас не об этом говорю, я хочу продолжить, да. Мы очень не уважаем народ, да, современные наши политики очень не уважают народ. Они говорят, народ глупый, при помощи демагогии мы, вот сказать, можем обмануть, да, нами правят вожди, будет вождь, будет страна, не будет вождя, не будет страна. Нет, народ не глупый, особенно в период социальных потрясений, вот правильно коллега сказал, люди, все обнажается, люди понимают, вот он главный вопрос, да, почему крестьяне пошли за большевиками в 19 году, да? Они, неправда, я не утверждал, что они были влюблены в коммунистическую партию. У них были большие разногласия с большевиками. Но они поняли, что белые у них отберут землю, да, а большевики ее дают, общинам дают землю, да. То есть 300 лет русский крестьянин, начиная с Разина и Пугачева, боролся за черный передел, и он получил. Это вот самое главное. Но в итоге же черный передел начался, когда политические институты исчезли, у народа появилась свободная воля, и вот они начали друг друга резать, и все, как вы говорите, народ Нет, не друг друга резать, народ хотя, сам конечно, решит, народ. Вот столыпинские фермеры пострадали, да. Когда он пострадали. видит, да, Кстати, мы говорим Полынчевый забор перекидывали. Можно я закончу, да? Вы уже закончили, Нет, минута не была. закончил. Была минута, была. У нас сколько раундов? Минута осталась у вас. Да, всё. моя, да, минута, Да. так? Ваша чистая, ровно минута. И последний момент, связанный с последствиями. Дело в том, что большевиков, захвативших власть, и Ленина со товарищами, поправил сам народ. Вот здесь я с вами согласен про народную стихию. Народ начал, собственно говоря, давлением, кронштадтский мятеж, Антоновское восстание, заставил отдать землю хотя бы временно до 29 года народу. Это раз. Во-вторых, народ начал, собственно говоря, требовать своей правильной программы. Поэтому началось национальное строительство, наконец-то, не коммунистическими идеалами, совершенно глупыми, а настоящее национальное строительство. И первое из них — это башкирская автономия, когда начали ее создавать и стали говорить о том, что должны по этому пути, собственно говоря, пошел дальше Советский Союз, то есть федерализм вырос. Это народ заставил, что, собственно говоря, башкирская вот проблема заставила их повернуться к этой проблеме, национальной-то. И, собственно говоря, затем, по сути, и весь и народ, представители народов, вошедших в эту партию, она стала расширяться, заставили перейти на процесс социалистической модернизации. Вот это великое завоевание революции. Спасибо. Я бы хотел поддержать Рустама Ринатовича, что нельзя говорить о том, что революция принесла много жертв там, и так далее. Жертвы с какой-то стороны, они
имеют как бы с двух сторон фактически. Здесь каждый из них отстаивал свою позицию, соответственно. Ну, мы уже решили, что у каждого была своя да, правда. у каждого была своя позиция. Это то же самое, возьмите, Да. Соединенные Штаты, у них война между югом и севером, как бы, да, то есть любую взять, любую революцию, Понятно. она Ну, подразумевает. Успехи Да. революции, до Это чего одно. дошла страна? Но второе, самое основное, почему народ в большей массе поддержал? Потому что идеи, которые, во-первых, они, почему большевики взяли власть? Потому что у них была четкая идея, у них была структурированность, у них была организованность. Они посчитали, что они этой цели добьются. И народ пошел за ними, потому что они отражали основную массу, Да, отражали потому что они идеи. пообещали все, что хочет народ и то, ему что, дать. Вот именно. Мгм. И то, что Причем необходимо. Прямо сейчас и совершенно бесплатно. Да, то, что было необходимо на данный момент. Поэтому народ пошел, в общем-то, за ними. Да, нельзя забывать, что Российская империя это было сословное государство, да, и там социальные лифты работали очень плохо, несмотря на то, что Антон Иванович Деникин, один из военачальников Первой мировой войны, значит, вышел из Да, были крестьянского исключения, сословия, подтверждающие правила. И с одной стороны, социальные лифты, значит, из простых людей ты мог достичь высот в обществе. С другой стороны, вымывание вот этого интеллектуального ресурса, который существовал в дореволюционной России. Ярчайший пример – это Сикорский, который создал летающую крепость Первой мировой войны, 4-моторный бомбардировщик Илья Муромец, значит, он потом строил вертолеты для Америки, да. И уехал а не для России. И что дало народу? Ну, коллективизация. Народу дали землю вроде бы, потом большевики посмотрели, увидели, что, скажем, таким образом зерно как единственный ресурс, значит, получать в больших количествах невозможно. И для того, чтобы проводить индустриализацию, которая требовала больших средств, значит, была придумана коллективизация, то есть вторая форма крепостнического права в нашей стране, я так считаю. Когда можем обозначить вот главные социальные ценности, то есть к чему все это большевики вели? Ленин правильно сказал, революция, социальное творчество масс. Большевики хотели одного, у них был свой проект. Кстати говоря, у них аграрный проект был, не игре на земле, да. Но в итоге, в результате социального творчества масс получилось то, что получилось. Социальное государство, вот эти. Понимаете, к этому же все шло, история нет? творится Да, но они просто не понимали, столкновением что они хотят разных сами. политических сил, да. К И кремлевскому в итоге мечтателю, получается вот. какой-то компромисс, да. То, что большевики обещали, военный Ну, что коммунизм они и так обещали, далее. можете перечислить? Мне Ну, просто если вы интересно. почитаете работу Ленина, Нет, государство и это революция. уже ясно, что коммунизм Вы поймете, что он по обещал. пунктам, коммуны в какие-то Денежка это коллективы, уже неприродное. где живут бесплатно все люди. Вот почему они не Большевиков понимали, что это... Программа такая была, что будут коммуны. То есть Да. не коллективизация и так далее, коммуны. Ну разве То есть, непонятно, что это утопическая идея? Она не Идея совсем была утопическая. утопическая, да. Вы же со своей женой деньгами, так сказать, не измеряете, да? Вы приносите домой, кормите ее. У вас маленькая коммуна, правильно? Ну, Просто понятно. имелось в виду, что коммуны будут больше. Грубо говоря, что многие И, кстати жены говоря, живут с мужьями только потому, что съездите те в Израиль, зарабатывают там есть коммуны, деньги. кибуцы, они вполне существуют, да. Просто они могут быть везде, да. Ну, нашли тоже идеализировать, что Революция в кибуцах большевиков, это такой идеал режим. революции была пролетарская революция. То есть это государство должно быть государством рабочих. Миф. Цель государства. Миф, Да, Так. все Миф, принадлежит еще один всем. Ну, это другое. Государство, во главе которого будет стоять пролетариат. Ну да, это... Пролетариат. То есть не один Значит, человек какой-то, узурпировавший власть, Да, это как власть в итоге, класса. Как в итоге и вышло. Да, ну это сейчас разную вы оценку. так считаете? То есть цель, я вам говорю, это власть класса. При Ленине Дальше, он на что я идеально хотел было внимание руководство. обратить. Такой четкой программы конкретного переустройства общества до деталей у них не было. Ни у одной политической Да, силы ни у не одной было. партии Ни не у было, одной ни у партии не было. большевиков не И было. сейчас нет. То есть по ходу приходилось менять. Конечно. Ну, помимо того, что была программа, ее вроде как должны изучать в школе, а потом все забывают, да, был ряд решений, да, которые, собственно говоря, с точки зрения советского государства, и это отдельный вопрос, что такое советское государство, с точки зрения советского государства определял условия жизни. Например, вот Рамиль Насибулович в своем выступлении сказал, что крестьянам сначала дали землю, а потом ее отобрали. Но разве это так? Земля перестает быть предметом частной собственности. Она национализируется или социализируется, передается в управление местному совету и выдается в пользование любому, кто будет на ней работать. Это называется «отобрали землю»? Или это как-то по-другому называется? То, что в качестве аргумента приводится, как правило, продразверстка, извините меня, это обязательные поставки. Это идет не по линии отобрать собственность.
это идет по линии собрать ресурсы. Вообще-то все государства этим занимаются. В нормальном случае в виде налога, в ненормальном виде реквизиции. Дальше. Что такое советская власть? И советское отобрать государство? лошадей, коров и Нет, всякую это не живность мелкую, отобрать. это тоже не отобрать, это как бы в общий фонд Вот, кстати, дать. к вопросу Да. о трудоднях. Да? Мы все здесь работаем на бессрочном или даже на срочном трудовом договоре. Ну, кроме студентов, извините. Да? Вот. Каждый день кадровая служба ставит в табеле трудодень 8 часов. По итогам чего вам калькулируется и в конце месяца выплачивается зарплата. Вот это трудодень. Но у нас есть паспорта, которые не отбирают, и есть деньги, которые мы получаем. Извините, Для того, чтобы на эти деньги можно извините, было до купить. сплошной паспортизации в Российской империи не было паспортов. Отвечая на ваш вопрос, какие идеалы были, я вам хочу сказать, что идеалы были очень интересные. Товарищ Ленин не любил русскую литературу, хотя ее хорошо знал. Ее, по сути, Это неправда. он презирал. Ленин любил Единственное, кого он Ленин любил и кем Толстого, восхищался. Некрасова, не надо. Еще не надо. Он наизусть знал места из Тургенева. Вот Я Некрасова специально он биографию любил. Ленина Но изучал. самое слушал главное, лунную что он сонату. любил, это товарища Чернышевского своим романом «Что делать?». Прочитайте Это сны он любил, да. вот этой Анны Павловны сумасшедшей. Он был его Вот это земляк. был идеал государства. Вот это был идеал. Вот эта книга, которую он там любил, восхищался. Хорошо, что ее Да школьные кого вам программы наконец-то Чернышевского убрали, ругать? потому что это просто была мука, когда я учился читать этот абсурд. Но вот это был идеал будущего государства. Далее в программе. Тот проект социалистической индустриализации, который был выстрадан, но уже не Лениным, не в той... вот там от марксизма отошли, они его не изучали. Ничего общего не имеет с идеалами революции. Абсолютно не имело, и они даже этого понимали. Даже поколение Брежнева, которое помнило еще немножко краешком 20-30-е годы, понимало, что они стали великими руководителями, потому что революция открыла для них этот путь, да? Такого всплеска литературы и искусства, как было после революции, по-моему, больше не было никогда. Человеческие жертвы тоже были огромными. И были конкретные люди, кто убивал. Это обращение к власти. То есть допустимо ли доводить людей до такого состояния, когда они не видят другого выхода? Давайте к третьему вопросу перейдем. Резюме определенное наших сегодняшних споров. Какие выводы делает каждый из вас для себя лично по событиям 1917 года? Ну, как? Так, мы просто сейчас 1 минута, да? Да. У каждого по 3 минуты, да, по очереди. по 3 минуты Да. еще. Нет, вот у них- 1 минута, вот у 1 них не по минута. 3. Понятно. Всё. Ну, здесь вывод первый. То, что российская революция, на самом деле, действительно правильно, это 17-22 год, это великое событие истории человечества. Это первое. Это великое событие в истории нашей страны. Это положительный и отрицательный опыт, и это то, о чем надо думать. Во-вторых, конечно же, Ленин был гениальный политик, который плохо знал Россию, но отстаивал ту Россию, которую он реформировал или хотел революционизировать, но отстаивал свои взгляды на революционный процесс, как он его видел, и здесь он был последователен. Плохо это или хорошо, это уже проблема Ленина и событий того времени, и тех людей, которые там участвовали. Другое дело, что революция в таком варианте всегда бы привела к гражданской войне, что и случилось. И эта война была в данном случае... Революция имела альтернативу, а гражданская война в таком варианте не имела альтернативы. И гражданская война случилась. И, к сожалению, для нас это очень тяжелая страница нашей истории. Рустам Ильянович, революция стоит гражданской войны или нет? Я еще раз повторяю, революция – это не какой-то единовременный процесс, который зашел в Петрограде 25 октября. Революция – это вот огромный социальный сдвиг, который продолжался годами. Революция началась в 1917 году и закончилась в 1922. Когда вот Россия из бушующего вот этого моря превратилась, в спокойное русло вернулась, да? И мы можем судить об истории с моральной точки зрения, тогда нам придется все, так сказать, бросить, потому что нет ни одного общества современного типа, которое не появилось в результате революции. Английская революция, французская революция. Вообще, один современный политолог сказал, что современная реальность, в которой мы живем, сформирована 3 революциями. Это американская революция, да, мы ее называем войной за независимость, но американцы говорят American Revolution, да, вот. Это французская революция, это русская революция. Я бы, кстати, добавил китайскую революцию, потому что сейчас Китай становится одной из ведущих держав мира, да. И, безусловно, мы должны сделать выводы, да, из этой революции. Какие выводы, да? Революция – это трагедия. Минута заканчивается, спасибо.
Вообще революция, часть больших революций европейских, и мы говорим, что она имеет свои корни в Великой Французской революции, у которой был лозунг такой из 3 фраз: «Эгалите, фратерните, либерте», «Эгалите, фратерните», то есть свобода, равенство, братство. И вот если Европа впоследствии взяла эгалите, равенство, современный Евросоюз, Америка взяла из той революции либерте, свободная страна и самая свободная страна, то мы взяли это фратерните, братство. И у нас братский союз народов, братская помощь, мы братья навек, братва жениха, у нас был такой фильм «Брат 2», у нас все время мы братья и сестры во всех наших счастьях и несчастьях. Так вот, мы взяли братство. Почему? Потому что это крестьянское. И та крестьянская стихия, которая захлестнула, ее потом исправили. Все-таки революцию делают не народ, как вы считаете, элиты. И элиты подправили. И вот самый главный итог этой революции было то, что элиты смогли взять ситуацию под контроль. Там был жесткий контроль. И был и Сталин среди этих элит, и другие. Но они смогли разработать социалистическую модернизацию, которая изменила страну. Историю делают и элиты, и народ. Есть миллионы людей, у которых есть свои интересы, свои чаяния. Вот у русских крестьян было чаяние земля, например, да? Они складываются в вектора, и получается история. И поэтому революция была трагедия, но это была славная трагедия. У Пушкина про французскую революцию есть слова, что это славная трагедия. Да? Вот это была славная трагедия, и она была очень большим уроком для нас. Каким уроком? Да? Что если людей довести до такого состояния, что они больше не видят никаких возможностей иначе изменить свою жизнь, да? Кроме как вот при помощи вот такой стихии социальной, да, то, извините, так сказать, очень многим становится плохо, да. Хотя в результате все-таки проблема разрешается, да, и мы с вами видим, что в 22 году Россия вышла из революции какой? Аграрный вопрос решен, рабочий вопрос решен, женский вопрос решен, женщины могут поступать в вузы, чего они не могли делать, допустим, в Российской империи, да. Национальный вопрос решен, да, нет дискриминации народов и народцев, да. Спасибо, Рустем и Иванович. решено еще самое главное, да. Рамиль Сабулович, нет, продолжите, у вас 3-я минута. Нет олигархов, целая которые минута, живут за Рустем границей. Ринатович, целая минута у вас еще. И социалистическая модернизация, конечно же, изменила страну, изменила народы. И это позволило, во-первых, построить индустрию, позволило победить в той войне, которая была бы в любом варианте, потому что Версальская система ее подталкивала, и помогла нам осуществить необычайные проекты прорыва и в атомное ядро, и в космос. Это все тот проект социалистической индустриализации, который был выстрадан, но уже не Лениным, не в той... Вот там от марксизма отошли, они его не изучали. Но, подождите, но для нас... мы победили, получается, благодаря диктатуре одного человека. Мы победили благодаря в начале диктатуре небольшой группы людей, которую захлестнула сначала стихия, но там выросли новые поколения людей, новые военачальники, новые управленцы, новые командиры производства, ну, тот же самый Косыгин, Но например. это ничего общего не имеет с идеалами революции. Абсолютно не имел, и они даже этого понимали. И там Брежнев со товарищ это не понимали. Для нас важно, что мы этот урок извлекаем. А вот современный мир вновь вспоминает возможность захватить власть, а потом изменять мир. И вот все эти современные сейчас революции очень странные. Это последствия того, что мир тоже извлек свой урок, иногда трагический. Даже поколение Брежнева, которое помнило еще немножко краешком 20-30-е годы, понимало, что они стали великими руководителями, потому что революция открыла для них этот путь, да. А иначе бы они, извините меня, в коровнике сидели у себя в деревне, да. И поэтому наши деды, наши, так сказать, отцы с таким воодушевлением праздновали 7 ноября. Но я еще о другом хочу сказать. Ведь революция сделала страну независимой, да. То есть перед 17 годом Российская империя аграрной периферии Европы. Она занимается продажей хлеба за рубеж. У нас хлебные олигархи были, как сейчас нефтегазовые олигархи. Почему Россия вступила в Первую мировую войну? Вынудили английские и французские банкиры, да? Огромные долги были, да? Россия действительно становится независимой. Российское правительство советское в 22 году – это не люди, у которых есть деньги в швейцарских банках, и которые зависят от этих банков, да? И правильно сказал мой коллега, да? Произошло обновление крови, новые кадры пришли, да? Новая энергия пришла в элиты, да? И именно это сделало возможным превращение нашей страны в сверхдержаву. Спасибо. Итак, у каждого по 3 минуты использованы. Давайте перейдем к залу. Дураки учатся на ошибках, на своих ошибках, а умные на ошибках других. Вот мне кажется, что вот эти события помогли западным правящим кругам пересмотреть свое отношение к социальной политике в своих странах. Значит, и мы сегодня имеем то, что имеем. То, что, например, шведский социализм, да? То есть вот...
На мой взгляд, результаты таковы. То есть мы кого-то хотя бы научили Да, правильно так жить. Да. По-моему, любое какое-то событие можно оценивать опосредованно. Я предлагаю выбрать, уже вскользь было упомянуто, искусство и литературу. Такого всплеска литературы и искусства, как было после революции, по-моему, больше не было никогда. Вот Рустем не любит авангард, а авангард, тот авангард, который был создан после революции, он до сих пор тянет все вот эти линии. Там Европа вся на нем живет. Литература. Новые слова, новые Про Платонов. запрещенные книги, про то, чем закончили Маяковский, Есенин, ну уж говорить не будем, да? Там... Нет, но тот же Маяковский, он же застрелился не от того, что ему там чего-то запрещали, из-за того, что ему памятник поставили, он застрелился с горя. Это совсем другой язык, это совсем другие эмоции, другие мысли, средство выражения другое. То есть появились вот эти новые формы, и они, на мой взгляд, как раз и показывают, что действительно это было не что-то такое условное, это было изнутри. То есть интеллигенция тоже кое-что показывает, не одни крестьяне. Правильно сказали об итогах Октябрьской революции. Польза, скорее всего, была большая, значение огромное, но человеческие жертвы тоже были огромными. И были конкретные люди, кто убивал. И сегодня даже мы должны говорить, кто это был, зачем он это делал. И художественная литература, и, допустим, и семейные там предания обо всем этом есть. То есть люди не должны были так поступать. Надо рассматривать революцию как кризис системы, наверное, да? Потому что не создают ни элиты и ни народ, а именно какой-то качественный скачок самой системы, да, и разрешение противоречий, которые складываются. И в России они, конечно же, были, да, начиная даже с какой-то отмены крепостного права, нерешенного аграрного вопроса, продолжения реформы Столыпина, которая не дала нужных результатов. И, конечно, это вылилось в какие-то процессы, да, которые мы знаем по событиям 1917 года. И, конечно же, Первая мировая война, как кризис самой системы, тоже стал такой основной причиной, основополагающей тяжелой жизни людей, так скажем. Надо учиться на этих уроках. Ну, если мы оцениваем революцию, сейчас уже спустя более чем 100 лет, то, конечно, мы можем сказать, что любая революция, неоднократно сегодня это повторяли, возникает тогда, когда возникают непреодолимые противоречия. Решила ли революция 17 года эти противоречия? Да, она их решила. Построила ли, точнее говоря, был ли построен тот идеал, реализован тот идеал, который видели революционеры, в частности Ленин и его окружение? Естественно, нет. Естественно, тот продукт, который мы получили на выходе, советское государство, он был далек от идеалов коммунизма вот в классическом представлении, как общественного устройства, которое должно быть реализовано в течение ближайшего времени. Но, безусловно, то, что советское государство, Советская империя, мы можем так сказать, была следствием тех процессов, следствием революции 1917 года. Но самое главное, на мой взгляд, то, что революция до сих пор вызывает бурю эмоций и ожесточенные споры. Вот сегодня, спустя 100 лет, мы до сих пор, по сути, продолжаем делить людей за кого-то, за красного или за белого. Да? Хотя, на самом деле, наверняка наши деды и прадеды были как с той и с другой стороны. Это очень сложный процесс, когда, хотя действительно брат шел на брата, отец на сына, но ну да, тут, по сути, на черное и белое надо очень делить, часто, да, мы делим это как на черное и белое. На самом деле, те процессы, которые там происходили, заставляли людей думать, размышлять, менять свою позицию, переходить из одного лагеря в другой. И поэтому я думаю, что настало время, в конце концов, оценивать революцию именно не с точки зрения вот, хорошего или плохого, а оценить ее как неизбежный процесс, который стал следствием непреодолимых социальных противоречий. Когда вот вы спрашиваете, допустимо это или нет, то я думаю, это обращение в первую очередь не к тем, кто революцию осуществлял, это обращение к власти. То есть допустимо ли доводить людей до такого состояния, когда они не видят другого выхода. Вот в чем должен быть урок революции. Не в том, кровавая она или нет, а как сделать так, чтобы она не повторялась. Спасибо вам за участие. Всегда интересно послушать, я думаю, нашим телезрителям мнение специалистов и, более того, умных людей. Ну, я напоминаю, что у нас было голосование, как вы относитесь к революции. Итоги видите на своих экранах, уважаемые телезрители. Каждый из нас наверняка сделал свои определенные выводы из событий 1917 года. Но важно, наверное, даже не это, а то, какие именно выводы вы делаете. Это была программа «Красная кнопка». Всего доброго.